Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Кшара. Сегодня в программе. Совместно с российскими коллегами достигнута договоренность по комплексному обследованию всех перепадных ГЭС на территории республики. Издан альбом, посвященный первому профессиональному абхазскому художнику Александру Чачпа-Шервашидзе. Завершилась сессия курсов повышения квалификации для учителей изобразительного искусства общеобразовательных школ. По поручению президента Бадры Гунба в Минэнерго прорабатываются различные механизмы модернизации энергетической инфраструктуры. В частности, совместно с российскими коллегами достигнута договоренность по комплексному обследованию, техническому изучению состояния всех перепадных ГЭС на территории республики. Министр энергетики Батал Мушба сообщил, что профильные специалисты ведущей организации «Русгидро» уже прибыли в республику, чтобы провести обследование по гидротехнике, геофизике, геологии и оценке состояния бетонных конструкций. Министр также подчеркнул, что все перепадные ГЭС республики находятся на балансе Черноморэнерго. Коллеги в течение нескольких дней совместно с специалистами с Черноморэнерго, с представителями от Министерства энергетики прямо сейчас, в это время уже находятся на этих объектах. Они изучают всю необходимую информацию. Все перепадные будут обследованы. И по итогам мы рассчитываем, что сможем получить комплексную информацию по всем объектам. И рассмотреть возможности дальнейших путей по их реконструкции и введению в эксплуатацию с целью того, чтобы эти неработающие на сегодняшний день объекты гидроэнергетики заработали и приносили пользу энергосистеме и всем гражданам Республики Абхазия. Все перепады находятся на балансе единого оператора передающих распределительных сетей РУ Черноморэнерго. Я также хотел бы отметить, что в рамках договоренности между Министерством энергетики Республики Абхазия и Министерством энергетики Российской Федерации российских технических специалистов в области гидроэнергетики сегодня сопровождают наши коллеги из Черноморэнерго, которых мы попросили для того, чтобы они уже сегодня могли обучать и передавать им теоретические знания в очень узкой, такой сложной отрасли, как гидроэнергетика, потому что гидроэнергетика имеет свою специфику, и как мы недавно проводили обследование, у нас в республике очень мало, к сожалению, компетенций сформировано за послевоенное время в этой части. И хотим очень существенно нарастить базу именно в части эксплуатации, управления объектами гидроэнергетики. И ребята сегодня вместе с ними получают и теоретическую, и практическую базу. Впоследствии уже в рамках нашей договоренности эти ребята посетят ведущие российские государственные корпоративные образовательные центры, где получат дополнительную теоретическую подготовку в области гидроэнергетики. Все это направлено на формирование нашей абхазской государственной отраслевой и кадровой компетенции в этой очень узкой отрасли. Правительство России одобрило предложение о заключении соглашения о сотрудничестве Ленинградской области с Абхазией в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Распоряжение размещено на сайте официального публикования правовых актов России. Ситуацию с задержанием граждан Абхазии, получателей российских социальных выплат и материнского капитала на российско-абхазской границе обсудили в МВД. Вице-премьер-министр внутренних дел Роберт Киут встретился с 4 женщинами, получавшими пособия. Смотрите репортаж пресс-службы ведомства. Поздним вечером 23 июня вице-премьер-министр внутренних дел Роберт Киут принял группу граждан, имеющих российское гражданство и получивших детские пособия и мат-капитал. Группа граждан выразила обеспокоенность тем фактом, что некоторых граждан задерживают на абхазо-российской границе, возбуждая уголовные дела. Роберт Киут сообщил, что созданная по распоряжению президента Бадры Гунба рабочая группа, деятельность которой заключается в оказании правового содействия гражданам Абхазии, имеющим гражданство России и являющимся получателями ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, а также материнского семейного капитала, работает в постоянном режиме.
Резюмируя встречу, Роберт Кют предложил завтра, 24 июня, принять очередную группу граждан, получивших детские пособия и столкнувшихся с проблемами на границе с целью разъяснения текущей ситуации. Также Кют сообщил, что все озвученные проблемы в ходе встречи в МВД он донесет лично до президента Бадры Гунба. Кроме того, отдельным пунктом выделят проблему 4 граждан, которые уже несколько месяцев не могут вернуться на родину в Абхазию ввиду невозможности уплаты задолженности и, как следствие, запрета на пересечение государственной границы. Ректор АГУ Олег Гварами и ректор Северо-Кавказской государственной академии Руслан Качкаров обсудили реализацию программы двойных дипломов. Год назад они подписали договор о сетевой форме реализации образовательных программ, согласно которому вузы совместно будут готовить высококвалифицированные кадры по направлению электроэнергетика и электротехника. Первый набор по данной программе был осуществлен в текущем учебном году на агроинженерном факультете. 8 студентов уже успешно завершают первый курс. Согласно программам подготовки, студенты также должны пройти обучение в Северо-Кавказской государственной академии. В Абхазском государственном университете завершилась установочная сессия курсов повышения квалификации для учителей изобразительного искусства общеобразовательных школ. Курсы проходили с 16 по 24 июня и были организованы Республиканским центром повышения квалификации и переподготовки кадров при АГУ совместно с Министерством просвещения. Только тот учитель достоин имени, кто чувствует в себе вечную жажду познания, говорил когда-то Ян Амос Каменский. И действительно, учителя, словно вечные странники, не останавливаются на достигнутом, а продолжают свой путь к вершинам мастерства, чтобы делиться своими открытиями с юным поколением. В течение недели 43 учителя изобразительного искусства из всех районов Абхазии имели возможность обменяться опытом, обсудить актуальные проблемы и выработать новые подходы к организации уроков ИЗО. Будем продолжать нашу работу, это просто необходимо. Для продолжения такой работы мы должны создать с вами методический совет учителей, да, чтобы мы с вами общались дальше и продолжали работу. Это будут встречи, это будут тематические семинары, это будут беседы, это будут работы ваших учеников и ваши работы. Я думаю, что вот такой вот творческая работа такая должна с вами продолжаться. Я хочу поблагодарить еще нашего Олега Алексеевича, который поддержал вот нас вот во всех наших вопросах, он всегда поддерживает. Лишь бы мы с вами работали, бы у нас было желание, а поддержка со стороны университета у нас всегда будет. У нас направление ИЗО будем укреплять. Что это означает? Раньше у нас было, допустим, изобразительное искусство и чтение, так называлось, для педагогов, которых мы выпускали. Сейчас предмет чтения давно убрали. Есть малое количество часов, это для общего ознакомления. Сейчас мы будем эту программу тоже запускать для преподавателей, которые будут заканчивать для педагогов, художников. И там будет у него на дипломе написано, мы постараемся по программе уже на будущий год, мы будем так работать. Цель курсов – обновление знаний и совершенствование профессиональных компетенций педагогов в области изобразительного искусства. Особое внимание уделяется современным методикам преподавания, интеграции новых технологий в образовательный процесс и развитию творческого потенциала учащихся. Мы должны понимать одну такую вещь, что в школе мы не воспитываем художников, но дети, чтобы могли по-своему, вот насколько они понимают этот материал, чтобы увидеть, как они мыслят. Ну, конечно, мы должны свою культуру поднимать. Но мы тут вот наглядно имели возможность с каждым преподавателем пообщаться. Все достойные преподаватели, которые вот несут на самом деле высокое звание учителя. И вот надеемся, что вот эти вот их непрофессиональные навыки в дальнейшем будут еще выше, еще лучше. И мы с ними будем иметь вот эту связь, необходимую нам всем.
В рамках сессии прошли лекции, практические занятия и мастер-классы, охватывающие широкий спектр тем, включая историю искусства, основы композиции, различные техники живописи и графики. Преподавателями выступили ведущие специалисты АГУ и опытные художники. В процессе обучения учителя обменивались опытом с коллегами, искали новые подходы к преподаванию предмета. Хотелось бы, конечно, на этом не останавливаться и дальше больше развиваться. Ну, естественно, тут не раз уже было сказано, я тоже хотела бы, чтобы именно была создана методика, которая подходила бы поэтапно по возрастной категории. Вот от 1 до 4 класса, там средние классы 5-6. Ну, я думаю, что раз тут много таких желающих, мы получим этот результат. Огромное спасибо. Будем рады еще раз встретиться. Мне дали деток 6-7 класс, которым рисование, но не было программы, поэтому я как по вдохновению. Вот сегодня праздник, рисуем открытку, сегодня там дата, рисуем к этой дате. Но не увидела отклика, да? То есть им скучно стало, они сразу вот в другую сторону. Поэтому вы, конечно же, на этих курсах дали такие, расставили маяки, куда двигаться, в каком направлении и в какой последовательности. Ключевым элементом курсов стало сочетание теоретических знаний с практическими занятиями. В рамках мероприятия была организована выставка работ участников. Слушатели отмечали, что полученные знания и впечатления несомненно отразятся в их преподавательской деятельности и помогут привить ученикам любовь к искусству. Возобновляются все знания, которые мы прошли 20 лет назад, когда мы обучались, закончили университеты, пришли работать. Очень познавательные лекции были, интересные, очень много нового узнаем, так как время на месте не стоит. Большой опыт получили, каждый учитель, по-моему, должен пройти по своей профессии повышение квалификации, так как обновиться детям, заинтересовать детей, более новое поколение идет, к ним нужен новый подход, другой подход. Если их не заинтересовать, они просто не будут на уроках не сидеть и не будет им интересно с нами. Мы обменивались опытом, была очень приятная дружеская атмосфера, проводили мастер-класс, тренинги, нам очень понравилось. Мы будем этот опыт, конечно, применять в наших школах. Хочу поблагодарить Министерство просвещения за предоставленную возможность участвовать в повышении квалификации при университете. Работа с участниками курсов будет продолжена в заочной форме. Предусматривается написание итогового аттестационного реферата. Каждый слушатель обязан будет написать реферат на одну из выбранных тем и сдать его до 20 сентября. По результатам итоговых квалификационных работ будут выдаваться свидетельства об окончании курсов. Кундашова, Ахра Амичпа, Абхазское телевидение. Издан альбом, посвященный первому профессиональному абхазскому художнику Александру Чачба Шервашидзе. Презентация издания прошла в Национальной библиотеке. Автор Аза Аргун. Альбом издан при поддержке компании «Аквафон» тиражом 600 экземпляров. В него вошли оцифрованные эскизы декораций и костюмов, портретная графика, жанровая живопись и натюрморты, а также воспоминания Вячеслава Чирикба и Станислава Лакоба, статьи Бочи Аджинджел и Эльвиры Арсалия. Более 100 красочных страниц об искусстве, живописи и графике в издании, посвященном первому профессиональному абхазскому художнику с мировым именем Александру Шервашидзе Чачба. Здесь представлены оцифрованные иллюстрированные работы мастера, среди которых эскизы костюмов и декораций для Мариинского и Александровского театров, русского балета Сергея Дягилева, нового балета в Монте-Карло, а также пейзажи, акварелью, гуашью, карандашами, портреты и статьи о жизни выдающегося мастера и сценографа 20 века. Автор альбома Аза Аргун. Шервашидзе, конечно, он вращался в кругу известнейших художников Европы. Это настолько такой высокого уровня сценограф, высочайшего, самого высокого уровня того времени, что он принадлежал к тем художникам, которые совершили революцию в театрально-декорационном искусстве.
Автор издания «Аза Аргун» описывает 3 периода жизни художника – сухумский, петербургский и парижский. В книге представлены статьи искусствоведов, историков, общественных деятелей – Боча Аджинджела, Станислава Лакоба, Вячеслава Чирикба, Эльвира Арсалия. Альбом иллюстрирован оцифрованными работами Александра Шервашидзе Чачба, которые сохранились после пожара в январе 2024-го, когда огонь практически полностью уничтожил коллекцию Национальной картинной галереи. Сегодня идет активное восстановление 2 объектов. Буквально на днях, я уверена, уже какие-то остались дни, недели, откроется Национальная картинная галерея, которая расположена по улице Пушкина. И уже в конце августа мы предполагаем, что пройдет завершение работ и открытие Центрального выставочного зала. Но культурная память, она существует совершенно отдельно от строительства этих объектов, от их оснащения, восстановления. И на сегодняшний день потерю, которую мы пережили, ее, конечно, сложно и пережить, и оценить, но, на мой взгляд, то, чем занимается вот в последний год-полтора сотрудник Национальной галереи «Аза Аргун», это очень важный вклад в сохранение культурной памяти. Исследователь творчества художника Вячеслав Чирикба отметил, насколько сложно издать качественный альбом. По мнению ученого, необходимо также создать дом-музей Чачба Шервашидзе и собрать архив работ художника, которые хранятся в частных коллекциях. Может быть, получится сделать какое-то здание, и там вот в чем проблема? Вот в чем вообще творчество Шервашидзе важно для нас? Потому что это, во-первых, первый профессиональный абхазский художник. Первое. Второе, он выдающийся русский художник. И третье, он выдающийся мировой художник. То есть он осуществляет собой связь вот, континентов, культур, цивилизаций. Кроме того, хотя он считался абхазом, у него очень много об этом пишется в письмах, в дневниках, и тем не менее, он был, конечно, явлением такого всемирного масштаба. И вот здесь Абхазия может показать свою связь с миром, мне кажется, через него. Что его друзья были вот, ну, там, звезды первой величины. Альбом, посвященный первому абхазскому художнику Александру Шервашидзе Чачба, издан при поддержке компании «Аквафон» и презентован в стенах Национальной библиотеки имени Папаскир. Конечно же, мы хотели поблагодарить Азу Аргун. Она проделала титанический труд. Эта книга станет большим подспорьем для наших молодых художников, для исследователей, для студентов. Мы уделяем особое внимание проектам в области культуры, спорта, образования, конечно же. Эта книга останется на века. Конечно, я бы хотела, очень, мы бы хотели все, чтобы эта книга попала в Европу. Эта книга рассчитана и на российского, конечно, и не только на нас, и на европейского читателя. Понимаете? Вот эти новые вещи, которые, значит, они будут интересны очень, потому что время ведь идет. Тираж альбома 600 экземпляров. Издание, посвященное первому абхазскому художнику, раздали библиотекам и общественным организациям. В планах у Азы Аргун и компании «Аквафон» выпустить еще одно иллюстрированное издание с работами художницы Варвары Бубновой. Гугут Савардания, Амра Зарандия, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Верхняя Шерская средняя школа имени Мучних-Вардске получила очень нужный подарок. Благотворитель Леван Тужба передал учебному заведению микроавтобус. Решение о передаче машины именно этой школе было принято совместно с руководством администрации Сухумского района. Теперь ученикам и учителям будет легче добираться до школы. Микроавтобус рассчитан на 16 мест. Он будет курсировать по фиксированному маршруту. 15 нарушений ПДД выявили сотрудники госавтоинспекции в ходе очередного специального рейда. Один водитель управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Это его второе аналогичное правонарушение. 12 человек управляли автомобилем в алкогольном опьянении. 2 водителя отказались от медицинского освидетельствования. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия, направленные на выявление нетрезвых водителей.
Твицба Джансух Витальевич, 1983 года рождения, проживающий в городе Сухум, управлял автомобилем в наркотическом опьянении, вторично совершив аналогичное нарушение. Джумаев Саид Искандарович, 1997 года рождения, житель Гулрыбского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Дарсали Тимур Бесланович, 2004 года рождения, проживающий в городе Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Мартемьянов Денис Николаевич, 1990 года рождения, житель Томской области, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Тыркба Геннадий Львович, 1973 года рождения, проживающий в городе Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Арсия Даур Шаликович, 1984 года рождения, проживающий в городе Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Дудова Кристина Сергеевна, 2004 года рождения, проживающая в городе Гагра, управляла автомобилем в алкогольном опьянении. Гармелия Данил Геннадьевич, 2001 года рождения, проживающий в городе Ткуарчал, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Штыков Дмитрий Константинович, 1986 года рождения, житель Российской Федерации, города Москва, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Ардия Омар Михайлович, 1955 года рождения, житель Сухумского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Таблян Ирвант Норикович, 2005 года рождения, житель Гагрского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Седнев Данил Андреевич, 2000 года рождения, проживающий в городе Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Артбилава Ливан Гивевич, 1992 года рождения, житель Галского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Гудалия Рамазат Гурович, 1995 года рождения, проживающий в городе Сухум, отказался от медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Зарко Торники Звядович, 1987 года рождения, проживающий в городе Сухум, отказался от медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Рейдовые мероприятия проводятся каждый день по всем районам республики. Сухумскую шахматную школу имени Карпова посетила дочь знаменитого шахматиста Софья Карпова в сопровождении вице-премьера Абхазии Вараздата Минасяна. Софья Карпова – одна из руководителей всероссийского движения «Моя родословная. Сплотим семью, сплотим Россию». Гости выразили удовлетворение состоянием дел и проводимой работе в шахматной школе. Поблагодарили тренеров и руководство за работу по популяризации и внедрению шахмат среди молодежи Абхазии. 5 итальянских шахматистов хотят принять участие в шахматном фестивале «Абхазия Open 2025», который будет проходить с 1 по 11 августа в Сухуме. Об этом сообщает Апснопресс со ссылкой на президента Федерации шахмат Абхазии Константина Тужба. В письме, которое было передано в Абхазию при посредничестве посольства Абхазии в России, отмечается, что участие итальянских спортсменов в фестивале открывает путь для международной дружбы, культуры, спортивного и языкового обмена. Итальянская сторона в свою очередь, приглашает абхазских шахматистов на свои соревнования. И в завершении выпуска о погоде. В среду 25 июня в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 12-17, днем 21-26 градусов. Температура морской воды 22 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.